Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Какую роль в нашей жизни играет официальная статистика? Насколько можно опираться на ее данные в решении различных государственных задач? Как добывается информация и насколько она соответствует реальному положению дел? Все эти вопросы входят в круг деятельности Управления госстатистики. На этой неделе ведомство подводило итоги своей работы за прошлый и 3 месяца этого года. Выводы, сделанные на совещании, мы обсудим с нашим гостем в студии немного позже. А теперь о том, что важного произошло на этой неделе. Эрик Хашба познакомит с обзором новостей. 20 июня на коллегии Министерства внутренних дел Абхазии подвели итоги работы за 5 месяцев и 15 дней текущего года. В работе коллегии принял участие президент страны Рауль Хаджиба. Вел совещание министр внутренних дел Леонид Запшко. С отчетом о проделанной работе на коллегии выступили главы городских и районных отделов милиции, начальники контрольно-пропускных пунктов милиции. Согласно отчетам, практически в каждом РОВД зафиксировано повышение уровня раскрываемости зарегистрированных преступлений. Министр внутренних дел Леонид Запш по своем выступлении сделал акценты на проблемы регистрации преступлений, обмена паспортов перед референдумом. Президент страны Рауль Хаджиба обозначил задачи МВД в свете готовящегося референдума, а также выразил свое мнение на требования об отставке министра внутренних дел. По вопросам, которые сейчас очень активно муссируются в интернет-сообществе, в средствах массовой информации по поводу высказываний министра, то хочу заметить сразу, что и с той, и с этой стороны никому не стоит накалять обстановку. Право на проведение референдума дано, и искать поводы и причины для того, чтобы сломать его, я никому не позволю уже. Референдум будет, и будет он проведен. А там как сложится. 20 июня в Риме открылся первый зарубежный Абхазский институт культуры имени Дмитрия Гулия. Его главной целью является популяризация культуры, искусства, истории и традиций абхазского народа за рубежом. После церемонии открытия института состоялась пресс-конференция министра иностранных дел Абхазии Вячеслава Чирикба и презентация офиса Ассоциации Европа-Абхазия. Еще одним ярким событием этого дня стала презентация первого номера ежеквартальной газеты «Абхазия сегодня», которая будет издаваться на 4 языках – абхазском, русском, итальянском и английском. В подъезде одной из новостроек в поселке Агудзера был обнаружен новорожденный ребенок. Девочку перевезли в республиканский роддом. Здесь ребенка принимали дежурные врачи. На данный момент ей проводят полное обследование. Прокуратура Глурижского района возбудила по факту уголовное дело. По предварительным данным, мать брошенного ребенка уже найдена. Ею оказалась жительница этого же дома. Обстоятельства и причины того, почему мать оставила своего ребенка, выясняются. В Сухуми прошла пресс-конференция лидеров блока оппозиционных сил Абхазии. Главная тема – референдум, до дня проведения которого осталось менее месяца. Представители блока оппозиционных сил выразили мнение, что референдум снимет противоречия в обществе и станет основой для объединения народа. Обеспечить явку избирателей в интересах самой власти, подчеркнули они, так как, по их мнению, отвечая на вопрос о целесообразности проведения досрочных выборов президента, гражданин продемонстрирует свое отношение к нынешнему курсу руководства страны. Наша юная соотечественница, российская теннисистка Амина Аншба стала победительницей турнира первой категории ITF German Juniors 2016. Аншба с 12 лет играет за сборную России и с 15 лет выступает на престижных юниорских турнирах. Сегодня она тренируется в спортивной школе «Спартак» у тренера Евгении Куликовской, работавшей ранее с Ларисой Преображенской. В мировом рейтинге ITF до 18 лет после победы в Берлине Амина Аншба занимает престижное 9-е место. 21 июня в Сухуми между республиканской политической партией АПСН и российским информационным агентством «Регнум» был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. Свои подписи под меморандумом поставили член партии АПСН, секретарь Совета безопасности республики Мухаммед Килба и главный редактор информационного агентства «Регнум» Модест Колеров. На церемонии подписания присутствовал вице-президент Абхазии Виталий Гавния. 21 июня премьер-министр Абхазии Артур Миквабия принял регионального представителя по Южному Кавказу УВКБ ООН Симону Волькин и главу офиса ГАЛ Сухум УВКБ ООН Азиза Рахджо. В ходе встречи был обсужден вопрос о доступе представителей УВКБ ООН в верхнюю часть Кадурского ущелья для возможности осуществления гуманитарных программ.
Премьер-министр отметил, что нет никаких препятствий в этом вопросе. Надо заблаговременно предупредить о сроках поездки, количестве людей и транспорте передвижения. Также обсуждался вопрос бесплатной выдачи разрешений на работу беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Артур Микваби заверил присутствующих, что все эти вопросы в скором времени будут решены положительно. 21 июня председатель ЦИК Абхазии Батал-Табаго провел пресс-конференцию. Тема – подготовка к референдуму. По словам главы ЦИК, уже утвержден календарный план работы Центра избиркома, сформированы окружные и участковые комиссии. В день референдума будут работать 33 округа и 168 участков. Участки для голосования также будут открыты в Москве и Черкесске. Работа ЦИК при подготовке к референдуму регулируется двумя законами – о референдуме и о выборах в парламент Абхазии. Таким образом, голосование по открепительным удостоверениям осуществляться не будет. В голосовании смогут принять участие граждане, имеющие прописку на территории участка, для которого составлялся список. ЦИК также решил выделить 2 часа в неделю для агитационных выпусков на государственном телеканале. 22 июня отмечался День памяти и скорби. В этот день 75 лет назад началась Великая Отечественная война. На защиту своего Отечества встал весь многонациональный народ Советского Союза. В годы войны в Абхазии было развернуто большое количество военных госпиталей, в которых проходили курс лечения десятки тысяч раненых бойцов. Более 55 тысяч жителей Абхазии ушли на фронт. Более 17 тысяч не вернулись. Из них 22 жителя республики были удостоены высочайшего звания Герой Советского Союза. Среди них Владимир Харазия, летчик-штурмовик Кязым Агарба, повторивший бессмертный подвиг Гастелла, защитник дома Павлова Алексей Цукба, первая летчица абхазка Мэри Авизба. Началу курортного сезона посвящалось рабочее совещание в администрации Гагарского района. В совещании принял участие президент Рауль Хаджиба. О том, как республика подготовилась к курортному сезону, рассказали руководители соответствующих структур. Уже в июне в Писунде и Гагре много отдыхающих. В июле и сентябре их будет значительно больше. Как сообщают многие турфирмы, организующие поездки в Абхазию, на июль и август практически все места в дома отдыха, гостиницы и отели забронированы. После окончания совещания президент Рауль Хаджиба отправился на Гагарский стадион, чтобы наградить голкипера национальной сборной Абхазии по футболу Алексея Бондаренко. На стадионе главу государства приветствовали юные футболисты, боксеры и тейквондисты. Спортсмены продемонстрировали главе государства спортивные навыки. Президент пожелал ребятам больших спортивных достижений, после чего лично вручил ключи от автомашины марки Toyota Camry Алексею Бондаренко за великолепную игру на чемпионате мира по футболу, проходившему в Сухуми. В селе Пчара Галского района сотрудниками службы государственной безопасности Абхазии совместно с пограничным управлением ФСБ России в Абхазии обнаружен схрон оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По имеющейся в СГБ оперативной информации, данный схрон сооружен участниками диверсионно-разведывательных групп Грузии, возглавляемых Дату Шенгелия и Бакуром Булискерия. Также задержаны 2 жителей Галского района. В интересах следствия их данные не раскрываются. В настоящее время СГБ Абхазии проводит следственные и оперативно-розыскные мероприятия. В рамках российской программы социально-экономического развития Абхазии в Сухум завезены 10 наркозных аппаратов, произведенных в США. Они были распределены между Центральной республиканской больницей, онкологическим центром, туберкулезным диспансером и Гудаутской районной больницей. Специалисты давно ждали такое оборудование. По причине отсутствия необходимых условий и оборудования в онкологическом центре в течение 5 лет приходилось проводить операции в отделении хирургии военного госпиталя в Агудзере. Республиканская политическая партия «Демократическая Абхазия» презентовала программу «Будущее Абхазии». По словам председателя партии Астамура Логуа, программа призвана оказать поддержку многодетным семьям с детьми, являющимися гражданами Абхазии. Согласно программе, государство выделяет каждой семье, в которой родился 3-й или последующий ребенок, участок земли размером 6 соток для строительства объекта туристического значения. По словам Астамура Логуа, для развития депрессивных восточных районов подобные коттеджи предлагается построить в Ачимчирском и Ткачалском районах. Руководители ряда гостиниц, отелей и пансионатов в Абхазии объединились в профессиональную ассоциацию «Гильдию ательеров». Инициатива создания подобной организации принадлежит Торгово-промышленной палате республики. С 1 июля должны начаться доплаты пенсиям гражданам Абхазии, получающим только абхазскую пенсию. Такую задачу поставил президент Рауль Хаджиба перед министром труда, занятости и социального обеспечения Русуреном Кирселяном на совещании, посвященном вопросам пенсии 24 июня. Эта категория пенсионеров получит единовременную доплату за весь 2015 год. На совещании отчитались за проделанную работу. Отделы социального обеспечения продолжают принимать заявки от получателей только абхазских пенсий. Обработана 1791 заявка.
Выплаты за 2015 год будут осуществляться из российских поступлений. Это финансовая помощь России. А за 2016 год ежемесячно из собственных средств Абхазии. Общая сумма доплат составит порядка 136 миллионов рублей. Это были наиболее заметные события недели. А сейчас вернемся к главной теме нашей программы – итогам работы Управления государственной статистики. Их мы обсудим с гостем студии, начальником Управления госстатистики Республики Абхазия Камой Гогия. Здравствуйте, Кама Алексеевна. Здравствуйте. Кама Алексеевна, перед тем, как мы начнем нашу беседу, я бы хотела, чтобы мы посмотрели с вами сюжет, который бы напомнил о том, как проходило совещание Управления госстатистики. Сделала репортаж Амра Амичба. Пожалуйста. Знать статистические данные по разным отраслям жизнедеятельности человека важно прежде всего для управленцев, отметила начальник управления госстатистики Кама Гогия. Изменения экономической ситуации в стране и мире сказываются на статистических показателях. Необходимо отслеживать ситуацию постоянно. Мы пользуемся не только своим информационным потенциалом, но и потенциалом и министерств, и ведомств, и других структурных подразделений. То есть у нас есть еще ведомственная статистика, которая предоставляет нам определенную специфическую информацию. Более 10 отделов управления занимаются ежедневным кропотливым трудом. На заседании их руководители сообщили о годовых показателях. С сожалением отмечалось, что наблюдается ухудшение статистической отчетности предприятий. По мнению выступавших, связано это с тем, что многие предприятия перешли на форму ИП, индивидуальных предпринимателей, а они не обязаны сдавать отчетность. Для улучшения ситуации, по мнению Камы Гоги, необходимо тесное взаимодействие с налоговыми службами. У нас нет специализированного отдела, который бы занимался первичной отчетностью или же вообще отчетностью статистики. Я думаю, в будущем нам придется создать такой отдел, который бы, исходя из потребностей и бизнеса, и государства, разрабатывал бы такую единую, унифицированную, единую форму отчетности, которая бы удовлетворяла бы всех. Для простых граждан интересен отдел потребительских цен, который просчитывает прожиточный минимум по продовольственным и непродовольственным группам товаров и по платным услугам. Мы рассчитываем ежемесячно прожиточный минимум на одного трудоспособного жителя. Прожиточный минимум составляет на 1 января составлял 6169 рублей, а сегодня он вырос до 6309. В течение 2015 года на 9% вырос уровень цен. Важность работы Управления госстатистики отметил премьер-министр Артур Мигвабия. Глава правительства подчеркнул, что без статистики в стране невозможны никакие реформы и преобразования. Никакие реформы, никакие преобразования очень будет трудно сделать. Я очень-то надеюсь, президент надеется на вашу всю структуру, я имею в виду городские и районные, что к этому отнесетесь с пониманием, потому что выполняете большую государственную задачу. Очень она сложная, с одной стороны, но она очень нужна. Статистические данные по разным отраслям экономики страны находятся в открытом доступе. Вывешиваются на сайте управления, который был открыт недавно. За неполный месяц по поиску Абхазия в цифрах его уже посетили около 3000 человек из самых разных стран мира. Амра Амичба, Астамургожба, Абхазское телевидение. Кама Алексеевна, вот Амра Амичба напомнила о том, как проходило совещание. Там были и ваши синхроны, ваши слова, ваши мысли, информация. И все-таки в чем вообще суть госстатистики? Управление госстатистики занимается сбором, обработкой и предоставлением необходимой информации. Как правило, последний выход информации, он происходит как опубликование конечных показателей. Но у нас в управлении госстатистики ежегодно публикуются ежегодники «Абхазия в цифрах», и вся выходная официальная статистика для широкого круга потребителей, она там отражается. Но дело в том, что печатная продукция вот этих выпусков наших, она в ограниченном количестве. Мы, как правило, обеспечиваем ее руководителей всех управлений. Все, что касается для широкого потребителя, уже отвечали на запросы. Но это, конечно, немного устаревшая форма подачи информации,
информацией. И буквально месяц тому назад мы создали сайт управления госстатистики, и обслуживается этот сайт. Много заинтересованных лиц вошли. Вот уже в информации была дана цифра, что более 3000 пользователей вошли в сайт. И вся информация официальная, необходимая, интересная для студентов, для руководителей и для людей бизнеса, и вообще просто для обычного обывателя, которому интересно знать основные параметры развития экономики, там, демографии и так далее. Все он может вытащить именно из этого сайта. Ну, к сайту мы еще вернемся. Я бы хотела все-таки поговорить сейчас об итогах. Обсуждали итоги 2015 года и первого квартала 2016 года. Да. Скажите, основные тенденции, что наметилось, что аналитики госстатистики вывели для себя? Так как я уже чуть более года работаю в этом управлении, возглавляю это управление, естественно, хотелось обнародовать итоги года, наши проблемы озвучить и провести совещание расширенное с представителем наших территориальных представителей статистического органа. И наше руководство пошло нам навстречу, предоставило кабинет, присутствовали на нашем совещании. Это говорит о значимости нашей работы. Много открытых тем было еще. Поговорили и как бы о наболевших вещах тоже сказали. Конечно, хочется еще более совершенствовать работу статистического управления, но есть определенные проблемы. Это и нормативные какие-то преграды у нас существуют, и преграды там, со стороны сбора информации и так далее, и так далее. Все это было оговорено в совещании. Ну, вообще, какие-то цифры вы сейчас можете нам сказать? Я могу сказать цифры. У нас вообще итоги 2015 года, основная тенденция, она показывает рост. Вот, скажем, в частности, внутриваловая продукция. Да? Один из таких ключевых показателей, который характеризует, скажем, уровень жизни, уровень государства. Да? Это экономический показатель. Если в 2014 году внутриваловая продукция по статистике была 27 миллиардов с лишним, то в 2015 году уже внутриваловая продукция ближе к 29 миллиардов, 28 700 вот там получается. По нашим прогнозным данным мы могли бы иметь и 29 с лишним миллиардов показатель внутриваловой продукции. Но при расчете мы сталкиваемся с тем, что не все сегменты экономики отражены в учете. Это есть скрытая экономика, теневая экономика, неформальная экономика и так далее, и так далее. Если были бы возможности все это отразить, я думаю, там была бы цифра намного больше. Наблюдается рост количества предприятий и организаций. Наблюдается рост количества работающих. Если в 2014 году было 40 тысяч с лишним работающих, то в 2016 году у нас уже официально работающих 42 200 с лишним работающих. То есть тут рост уже налицо. Далее средний индекс потребительских цен у нас вырос. Рост объема промышленного производства наблюдается. В процентах она составляет 148%. Если я буду цифрами говорить, оно как-то может не восприниматься на слух. А вот когда говоришь о процентах, это есть конкретная тенденция. 148%. Рост заготовки овощей в 2 с лишним раза повысилась в 2015 году. Рост розничного товарооборота наблюдается 112,4%, рост оптового товарооборота 113 с лишним процентов, объем платных услуг вырос на 128%, рост цен в сфере рост услуг в сфере курорта вырос и составил 151%, в сфере связи, в банковской сфере и так далее. Вот такие вот основные показатели. Есть, конечно, и снижение некоторых показателей. Это в сфере строительства, скажем. У нас ухудшение показателей в сфере сельского хозяйства имеется. Но в целом вот курорты, туризм, торговля, розничная, оптовая промышленность, там идут хорошие показатели, хорошие тенденции. Скажите, пожалуйста, вот за точность оценки может ли ручаться Управление госстатистики? Какие параметры необходимы для того, чтобы выдерживать точную оценку, чтобы были параметры именно верные?
Существуют какие-то зависимости, да, вот используют метод корреляции, да, метод статистической зависимости, какой-то интервал существует. Чтобы точно определить, это даже невозможно. Хотя бы если даже мы, скажем, проведем перепись населения и сказать, что сегодня у нас такое-то количество населения, это будет уже неточная информация. Потому что это такая вот переходящая субстанция. Если мы официально на определенную дату мы вытащили информацию, она буквально через час может быть другой. Но в целом эта информация, она дает определенную картину о тенденциях развития. Она вполне достаточна для того, чтобы принимать правильные управленческие решения. Какие в статистике существуют способы и возможности отслеживать ситуацию, вот о том, что вы говорите, вот о тенденциях и прочее? Ну, у нас в статистике сама наша задача первоочередная – это сбор и обработка информации. Вот в вопросах сбора информации. Это общепринятый сбор информации от финансовой отчетности мы получаем основной поток информации, статистическая отчетность по отраслям требуемая, ведомственная статистика тоже нам поставляет определенную информацию. Но дело в том, что все ли отрасли и все ли лица подвергнуты этому учету статистическому. Дело в том, что не полный охват у нас. Вот там у нас вопросы стоят, и по максимуму, конечно, нужно охватывать. Но если мы будем ссылаться на международный опыт статистических обследований, дело в том, что там, где там многомиллионное население и так далее, делают выборочное обследование. У нас на сегодняшний день, скажем, то, что касается предприятий, организаций, ИП и так далее, можно делать сплошное обследование, сплошной сбор информации, потому что масштабы у нас не великие, небольшие, по сравнению с большими государствами. Есть также обследования, которые необходимо, там, скажем, локально, выборочно. Потом это методом мультипликатирования на всю основную массу мы можем сделать в целом там структуру выявить, тенденции выявить и так далее. Пользуемся мы такими методами. Кто пользуется услугами госстатистики, управления госстатистики? Были ли какие-то такие специальные запросы или какие-то особые запросы, не знаю, со стороны каких-то ведомств, может быть, или со стороны каких-то лиц? Я скажу вам, что согласно нашему законодательству, вся информация обработанная, она предоставляется нашему главе государства, в первую очередь, премьер-министру. Вся остальная официальная информация всем управленцам нашим, высшего, низшего ранга и так далее. То, что касается специфической информации, у нас есть такие тематические проверки, необходимые, скажем, в какой-то определенной сфере. Но это надо финансировать. У нас объем работы не заложено. То есть государство может нам заказать, скажем, провести обследование в сфере демографии, предположим, или в сфере трудовой деятельности физических лиц и так далее. Но если это будет программа и заказана нам, мы, конечно, ее выполним. Засекречена эта информация? Я вам скажу, что у нас в законодательстве есть такой пункт. Многие у нас требуют такую информацию, которую им не полагается давать. В чем дело, я сейчас объясню. Согласно закону о статистической деятельности, есть официальная статистическая информация, она в сводном виде дается. Но она-то составляется из конкретных элементов, а данные резидентов мы не имеем права разглашать, скажем, без его согласия. Вот хотят, скажем, по переписи данные какого-то человека, если это специализированный орган, скажем, СГБ или кто-то, конечно, мы на этот запрос будем отвечать. Но дать перечень этих лиц какому-то обывателю, которому просто интересно, конечно, ни в коем случае. Или какой-то фирме, тем более иностранной. У нас, кстати, очень много обращений было зарубежных интересующихся лиц. Но мы эту информацию не выдаем. Она имеет ограниченный доступ, и доступ только для внутреннего использования. А что именно они спрашивают? Спрашивают, полный перечень хотят. Понимаете, фирм с указанием их адресов, юридических, телефонов и так далее. Такую информацию мы не выдаем и не имеем права выдавать. Во всяком случае, на сегодняшний день в законе это четко указано, и мы ограничены. Скажите, это только в абхазских законах или это вообще международная я вообще практика? хочу сказать, это вообще система безопасности должна существовать. Информация – это вообще самое главное оружие, скажу, в управлении. И разбрасываться ею никто не имеет права. Мы тем более сегодня находимся еще в состоянии войны, и нами очень многие интересуются, не только друзья, но и враги тоже. Честно говоря, вот когда в сайт заходили, видно было, кто интересуется нашей статистикой. И давать всю эту информацию
и всегда сидеть так на вулкане, люди-то обрабатывают эту информацию, тем более там целые институты заинтересованы, ищут нашу слабинку, чтобы использовать его против нас. Мы должны это четко фильтровать, и я считаю, что так как у нас нет этого отдела, и перечня информации и категории информации, ограниченного доступа, вообще секретного доступа и так далее, у нас, кстати, нету на сегодняшний день. Мы, наверное, в будущем этим тоже будем заниматься. Но то, что касается самой информации, информацию тоже можно продавать, скажем. Вот в России, в Росстате принято, там есть постановление, как источник дохода, один из источников дохода является реализация информации потребителям. То есть там имеются цены, тарифы, ограниченный доступ, менее ограниченный, неограниченный доступ и так далее. То есть информация тоже там по категориям классифицируется. Есть общедоступная информация, которую бесплатно может любой человек войти и вытащить. А есть более специализированная информация и менее доступная информация. Но обычно за эту информацию, видимо, там есть тарифы, они ее уплачивают. У нас в этом плане, имея определенный источник информации, мы, можно сказать, и не торгуемся, и не продаем. Это продукт нашего государства, она у нас в сохранности. А если, вот, допустим, ученый пишет какую-то работу, вот ему нужна очень сильно статистическая картина вот какого-то там предмета, который он изучает, да? В этом случае помогает госстатистика или тоже отказывает? Нет, конечно, помогает. Дело в том, что наши ученые, у нас есть и АБИГИ, и Академия наук, у нас есть Абхазский госуниверситет, у нас есть и научно-исследовательские институты по запросу. Если у него есть тема определенная диссертация, по диссертации, как правило, у нас принято так, руководитель организации, он пишет запрос, и вся база, которая у нас есть по этой теме, мы обычно предоставляем бесплатно. Скажите, какие проблемы? В чем сложность реализации вот вашей работы в управлении госстатистики? Хватает ли специалистов, хватает ли сотрудников? Вот об этом можно узнать. Ну, на сегодняшний день у нас такое оптимальное количество сотрудников, но оно, конечно, требует расширения, потому что потребности в информации растут. Люди иногда приходят, и те же ученые требуют такую информацию, которую мы вообще не собираем. А у нас, кстати, очень слабая связь с ученым миром. Статистика и ученый мир. Например, в практике Росстата принято, у Росстата есть научно-исследовательский институт, где представлены разные отделы и ученые там, по демографии, по населению, по трудовым ресурсам, ну так и в целом, которые запрашивают определенную информацию, но при этом они предлагают статистике провести обследование по таким-то, таким-то параметрам и так далее. То есть в тесной взаимосвязи идет. Вот когда вот Путин периодически выступает, да, он всегда опирается на статистическую информацию. Как правило, это бывает или программа, которая им затребована. По этой программе ученые разрабатывают показатели, какие нужно собирать, методологии, статистика этим занимается. То есть у нас вот таких рычагов взаимодействия между ученым миром и нами нету, к сожалению. Вот в этом году как-то я пробила научно-исследовательский отдел пока. Вот буквально выпускника АГУ я взяла на работу. Отличник учебы, умный парень, пока он изучает всю нормативку и внутреннюю кухню. Я надеюсь, в будущем вот через отдел, а может и управление когда-то создаться научно-исследовательское, которое будет и аналитику вести. И у нас вот, кстати, не в обиду сказано, у нас нет экономистов-аналитиков, которые могли бы настолько четко анализировать наши цифры и тенденции, что надо нам делать, и предлагать какие-то решения. Она как-то распыляется у нас информация. Вот если был бы такой отдел или управление при статистике, конечно, могли более интересную, более апробированную информацию, нужную информацию для управления предоставлять нашему руководству. Я думаю, от этого был бы эффект намного выше. Есть ли связь между управлением и налоговыми службами? У нас, конечно, существует связь. Мы как бы находимся между Минюстом и налоговой службой. То есть любое предприятие, любое физическое лицо или юридическое лицо, будем правильно говорить, юридическое лицо, которое зарегистрировалось в Минюсте, прежде чем открыть счет, там, банки, печать свою создать и начать свою деятельность, она проходит до налоговой службы, проходит через управление. То есть налоговая служба не имеет права ставить на учет
Без того, чтобы предприятие или организация зарегистрирована, не получила коды видов деятельности и не прошла бы регистрацию в управлении госстатистики. Вот это один из способов сбора информации у нас, но это все, что касается предприятий и организаций. А то, что касается индивидуальных предпринимателей, они как бы напрямую после Минюста идут, становятся на налоговый учет. И поэтому у нас нет информации о деятельности индивидуальных предпринимателей. Вот сейчас у нас стоит вопрос система кодирования и создание реестра, единого реестра индивидуальных предпринимателей. Потом мы бы пополнили бы свою статистику, и цифры бы тоже стали бы намного лучше, потому что по данным, последним данным Министерства юстиции, индивидуальными предпринимателями зарегистрировано более 17 тысяч физических лиц. Если даже мы будем по минимуму брать по одному человеку на индивидуальное предпринимательство, это уже 17 тысяч человек работающих. Ну, так, в общем, может быть, и не работают они на сегодняшний день, но их объемы, их заработная плата, чем они занимаются, в какой отрасли они работают, в какой сфере, у нас этой информации, к сожалению, на сегодняшний день нет. После введения кодирования и выдачи свидетельства мы уже будем знать, что в какой-то отрасли у нас имеются и физические лица, и индивидуальные предприниматели, и определенный статистический отчет, такой несложный, мы для них тоже будем создавать. Вот мы говорили об ученых, но вот для обычных рядовых граждан чем может быть полезно управление статистики, госстатистики? Вы говорили о том, что уже создан сайт, и вот скажите, пожалуйста, какие люди больше всего туда обращаются? Ну, кстати, по профессии я не знаю, но по возрасту, кстати, от 25 до 35 лет основное посещение. Лет возраст такой, вот молодые люди посещают, они это интересуются, эта информация. Это такой пик трудоспособного населения, самый такой пик, разгар его развития, его потенциала и так далее. Многие молодые у нас занимаются бизнесом. Естественно, по данным статистики, им легче ориентироваться, в какой отрасли вложить свой капитал, как бы обезопасить или минимизировать риски своего бизнеса и так далее. Почему бы и нет? Тот человек, который в бизнесе работает, он пользуется статистикой, ну, ему это нужно, я считаю, как основной инструктаж. Премьер посетил лично ваше совещание, вернее, вы у него там совещались. Скажите, как он оценил работу госстатистики? Ну, наше руководство, оно знает, ценит статистику как инструмент управления. И это очень приятно, когда премьер обратил внимание, и он захотел, в принципе, чтобы именно в Кабмине провели это заседание с представителями наших территориальных подразделений. Заседание продолжалось более 3 часов. Ну, все, что мы делали, и проблемы наши, и наши перспективы, и наше видение дальнейшего развития, мы все там озвучили. Спасибо. Перспективы. Что вы планируете как руководитель управления в дальнейшем для развития способов работы в управлении госстатистики? Мы должны идти в ногу со временем. Это вот первая сторона, то есть техническое оснащение управления госстатистики. Второй вопрос – его научная основа. Собрать информацию и просто вот выдать – это тоже не решение проблемы. И очень хочется, чтобы именно научное обоснование было и научный анализ был нашим потоком информации, вот результатом информации, так будет лучше. Естественно, расширение показателей. Нам надо расширять наши показатели, охватить надо, максимально охватить наши все сферы экономики. У нас есть, где сферы экономики пропадают, вы понимаете, в учете они не находят отражения. Но так вот резко проводить какие-то реформы в нашей отрасли немного сложновато. Вот за год я как бы прошла эту кухню и, видя вот эти болевые точки, считаю нужным начинать именно с решения этих проблем. Раньше вот сбор информации у нас, районная информация, проводился таким несовременным методом. То есть люди собирали вручную всю информацию, привозили в центральный аппарат, и здесь вот сидели все, занимались рутинной работой. В этом году мы обеспечили всех компьютерами, программами, и еще модемы мы им дали. То есть, находясь у себя территориально, скажем, в Ачамчирском районе, там, Гальском и так далее, собирается информация на месте, забивается
в программу, и по электронной почте пересылается, скажем, в центральный аппарат. Затем эта вся первичка перевозится нам. То есть по времени мы резко сократили время сбора информации и скорость обработки информации. Мы это уже почувствовали в первом квартале. Другое дело, вопросы дисциплины, отчетной дисциплины, она у нас хромает. Все, значит, предприятия и организации, которые занимаются хозяйственной деятельностью, они должны сдавать финансовую отчетность. Они сдают сначала в статуправление, затем сдают вместе с налоговой отчетностью в отделы подразделения МНС по районам и так далее. Но многие предприятия и организации не считают нужным сдавать или сдают так называемые нулевые балансы, то есть не указывают, что у них было развитие видов деятельности. Когда из года в год это повторяется, уже вызывает сомнение, вообще этот человек легально работает или нелегально, а фирма-то существует. У нас есть сроки ограничены до 15 числа. Должны укладываться в эти сроки. Насколько ваша работа, насколько информация, которую вы поставляете, она необходима для государства? Она очень необходима. Есть такая фраза: владеющий информацией владеет миром. Да? То есть умение пользоваться информацией, управлять – это большой плюс для управленцев. Наше правительство должно быть обеспечено всей информацией максимально для того, чтобы принимать решения. И скорость приема решений и прочее, все это уже зависит от того, какую информацию они получают, и когда, и в какие сроки они получают. Естественно, без статистики управлять, я считаю, что невозможно. На сегодняшний день мы говорим о развитии сельского хозяйства и так далее, а мы в целом, вы представляете, 50% населения Абхазии – это сельское население. А у нас нет колхозов, совхозов и так далее. То есть из учета 50% выпали. А люди занимаются физическим трудом. Это называется неформальный сектор экономики. За рубежом учет ведется неформального сектора экономики, а у нас его нет. То есть семьи работают в деревнях, кто-то там табаководством, не знаю, птицеводством занимается, у кого-то скотина есть, у кого-то мандариновый участок, там ореховый участок, тепличным хозяйством. В принципе, они работают с семьей, и все работают с семьей. Они у нас выпадают из учета. А в каком секторе они работают? Если мы все будем овощами заниматься, вы понимаете, как направлять развитие в сельском хозяйстве должно государство, оно это и должно делать. Когда оно будет знать, в какой сфере идет больше уклон развития, туда наверняка не стоит инвестировать. Может инвестировать в другую отрасль, скажем, в животноводстве и так далее. Конечно, это самое главное орудие управления для государства. Говорить о том, что у нас ничего не сделано, не стоит говорить. Но та официальная статистика, которая у нас есть, конечно, она должна быть расширена. Перспективы в том, что в будущем мы должны максимально охватить все сферы экономики, все сферы жизни, все сферы нашей деятельности, и социальная, и демографическая ситуация, и экономика. Все должно быть прослеживаться, чтобы иметь наиболее полную картину. Может быть, вы еще бы нам какие-то цифры, какие-то примеры бы привели, может быть, из прошлого года, что нового, что интересного, что удивило, например? Скажем, по учету труда, да, мы выводим такой показатель, как среднемесячная заработная плата. В 2015 году при повышении количества работающих среднемесячная чуть-чуть она уменьшилась. Я вам хочу сказать, это не потому, что там мы не смогли собрать или так далее. Знаете, интервал заработной платы по данным отчета 604 рубля минимальная и 234 тысячи максимальная зарплата по Абхазии. О чем это говорит? Это официальные данные, мы по официальным данным. Если вы нам сказали, что у вас 500 рублей зарплата, мы обычно по отчету это и берем, мы ведь не перепроверяем. Функции контроля у нас заложены в положении, но никогда контролем статистика не занималась. Может, в будущем тоже стоит предусмотреть отдел контроля, выборочной проверки. То есть, насколько этот показатель реален. Мы не знаем. Но может, скажем, в сфере туризма показать среднегодовую зарплату в 600 рублей. Или там среднемесячная зарплата транспортников 3600 и так далее. Вы поняли, да? То есть эта сфера подлежит хорошему контролю и выявлению этих сумм. И эти интервалы, я считаю, что при увеличении разрыва, это увеличение
разрыва между слоями населения. На это тоже надо обращать внимание. То есть надо работать в сфере социальных благ. Вот у нас сейчас очень хорошие программы идут, общественные организации, правительство очень большое внимание уделяет социально незащищенным слоям населения, как бы выравнивает эту ситуацию. Но это вот хорошая тенденция. А показатели, полное количество бедствующих людей, у нас тоже в статистике его нет, к сожалению. Это какие-то вот партии, организации общественные, они какие-то выборочные проверки проводят или регион какой-то обследует. А вот полный охват в нашем государстве такого обследования у нас нет, к сожалению. И говорить, скажем, сегодня о бедности, там, о безработице и так далее, у нас нет достоверных данных для того, чтобы обследовать. Кстати, я хотела сказать еще об одной вещи. У нас существуют такие неправительственные программы по обследованию. Они локально в некоторых районах обследуют. На каком основании они это делают и где эта информация? То есть этими пользователями, я думаю, в большей степени являются не абхазские управленцы из-за границы, а их цели и задачи нами тоже неизвестно. И почему, вкладывая определенные средства на то или иное обследование, у нас нет этой информации? Я считаю, что вот вопросы все, касающиеся обследования и нужности этой сферы, мы знаем, что она нужна. Неплохо было бы, если они стыковывали свою деятельность со статуправлением Республики Абхазия. Тогда бы и показатели имели бы более официальный характер. И мы могли бы и для нашего руководства предоставить эти цифры. На сегодняшний день результаты обследования неизвестно где находятся. Где-то, может, под Сукном, где-то, может, за границу ушло, какие-то институты и прочие. Нас наверняка изучают хорошо, под лупой, а у нас этой информации нет. Вот такие моменты тоже у нас встречаются. У нас в постсоветском пространстве есть такие вот государства, у которых и экономика на высшем уровне. И там я обратила внимание, что и статистика по статусу находится на очень высоком уровне. Там в той же Киргизии, в Татарстане, в Казахстане, в Беларуси. Они именуются как Национальный комитет по статистике при президенте. То есть это рядом с президентом, это правая рука, доступ такой не через кого-то, а вот прямой доступ, прямые указания президента выполняются и так далее, и так далее. У нас мы находимся пока не в столь нужном, я считаю, положении, и я планирую, надеюсь, в будущем повысить статус нашей организации, потому что когда статус высокий, вот эти моменты, связанные с пренебрежением там, финансовой дисциплины, отчетной дисциплины, они канут, скажу вам так. У меня в плане сидит, не знаю, если с Божьей помощью получится, создать, понимаете, как статистическая нагрузка на бизнесменов, она тоже не маленькая. Вот все, кто сдают отчетность, они на сегодняшний день, те же главные бухгалтера, вот жалуются, вот столько бумаг надо составлять и прочее, прочее. И основная масса, особенно по городу Сухому, это более 50% предприятий и организаций, которые уже ведут учет в компьютерной версии. То есть они могут по электронной почте нам уже присылать, если мы это наладим. И надо создавать нам программу, которая бы сама принимала отчетность. Если она правильно, она будет принимать. То есть вот эта рутинность, там не 7 человек в отделе, не 5 человек держать, а буквально 2-3 человека, которые бы справились бы. Я считаю, вот это вот в ближайшем будущем эти вопросы должны быть решены. Если мы с этим справимся, я думаю, качество работы наше тоже улучшится. Мы переквалифицируем своих специалистов. Они, кстати, периодически проходят квалификацию и в другие отделы, в отделы контроля, в отделы науки и так далее. Можно... А сейчас сколько отделов у вас? У нас вообще 10 отделов. Ну, тоже я вам говорю, в основном занимаются сбором информации. 10 отделов. И вот эта вот рутина, которая сбором занимается, вместо того, чтобы, скажем, вот вся отчетность могла бы по этим кодам, которые у нее есть, программа бы разбрасывала бы в таблицы соответствующие, выдавала бы исходную информацию, как это было бы удобно. Если мы до этого дойдем, у нас есть тут наши абхазские айтишники тоже, если их озадачить и заплатить, конечно, я думаю, поставим, если мы такую задачу, они могли бы справиться. И я думаю, мы бы, если даже не впереди планеты все, мы бы сзади не находились бы, могли показать свой уровень.
Спасибо, я благодарю вас за интервью, спасибо, что уделили нам внимание, и всего доброго, до свидания. Уважаемые телезрители, напоминаю, что сегодня гостем в нашей студии была начальник управления государственной статистики Абхазии Кама Гогия. На этом наша передача подошла к концу. Я желаю вам всего доброго. До свидания.